Почти 60% своих доходов граждане Казахстана тратят только на еду. И это совсем не потому, что люди есть стали больше. Что же происходит с благосостоянием людей и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию? Об этом сегодня и поговорим. Это Прямо Покунаева, и мы начинаем. Начну с того, что на днях на портале finprom.kz была опубликована неутешительная статистика, из которой следует, что благосостояние казахстанцев снижается. Это подтверждает не только сокращение реальных доходов работающих граждан, но и растущая доля расходов на продовольствие. Проще говоря, на еду. Так, согласно опубликованным данным, в третьем квартале прошлого года доля трат казахстанцев на продукты питания составляла 57,2% от всех потребительских расходов. Это крайне высокий уровень, максимальный с 2021 года. Для сравнения, в развитых странах доля трат на продукты питания колеблется в пределах 10-15%. В некоторых же регионах Казахстана в июне-сентябре прошлого года показатель достигал почти 66%. Так о чем же это говорит? Ну, это говорит о том, что номинальные заработные платы, скорее всего, не поспевают, цены растут опережающими темпами. Недавно Жумангарин же выступал и говорил о том, что у нас основной рост цен на продовольственные товары приходится как раз на вот эти вот критически значимые товары. Или, как их называют по-другому, еще социально значимые товары. Это там морковка, картошка, хлеб, рис, там, сахар, гречка. Это вот эти вот все вещи, которые употребляются каждый день, покупаются постоянно. Цены на них не эластичны по отношению к спросу, потому что спрос на них всегда во все времена и при любых доходах, и во все и там хорошие времена, плохие времена, всегда спрос на них. Там, условно, спрос на хлеб, он не эластичен, то есть он всегда такой. То есть люди покупали его, когда он был 80, люди покупают его сейчас, когда он 250. Это вообще никак не отражается на ценах на хлеб. Более того, рост цен никак не влияет на уровень спроса. А значит, надо наращивать предложение. Когда вы сможете выровнять имеющийся спрос с предложением, тогда у вас, собственно, вот этот опережающий рост и закончится. Стоит отметить, что доля расходов на продовольствие – крайне важный социально-экономический индикатор, который определяет, стали ли люди жить лучше или, напротив, хуже. Еще 200 лет назад его описал немецкий статистик Эрнст Энгель, который считал, если значительная часть бюджета уходит на еду, это указывает на низкий уровень благосостояния семьи. Согласно закону Энгеля, когда доля затрат на питание уменьшается, тогда у человека удовлетворены базовые потребности, и он начинает больше тратить на товары длительного пользования, услуги, развлечения. Соответственно, наоборот, при увеличении расходов на еду все меньше денег остается на одежду, мебель, учебу, лечение и тем более на культуру. То есть благосостояние людей, может быть, даже и прирастает, а может и не прирастает в номинальном выражении, но обесценение как таковое, а это прежде всего инфляция, она сжирает даже тот прирост, который есть, и по сути получается, что у населения покупательская способность не прибавляется. Вот. То есть как бы в номинале, может быть, на руках у людей денег больше и становится, может быть. Там тоже много вопросов, потому что заработные платы в целом по экономике растут, в целом, в среднем. Но это не говорит о том, что конкретно, допустим, у вас зарплата выросла, потому что в вашем сегменте роста может и не быть, например. Вот. Особенно, допустим, это касается, ну, условно, там, каких-нибудь малых предприятий. Там меньше возможностей наращивать заработную плату, и они более неохотно на это идут. И такой индивидуальный там предприниматель не сильно этого хочет, и как-то вот и ресурсов меньше, и издержек больше, потому что ты маленькое предприятие. И там зарплаты, например, могут расти, либо совсем не расти, либо расти там очень-очень скромными темпами. И понятное дело, что когда ваша инфляция за год составляет там 12 с лишним процентов, да, даже прирост номинальной заработной платы в 10% дает минус 2% к твоему благосостоянию. Вот. То есть как бы денег больше стало, но купить на эти деньги ты больше не можешь. А ты покупаешь то же самое, даже чуть меньше, чем раньше, но при этом тратишь на это в номинале больше. Ну вот он парадокс, собственно говоря. При этом, глядя на то, что кафе и рестораны забиты, люди ходят на дорогие концерты и покупают последние телефоны, вроде и не скажешь, что ситуация вызывает беспокойство. И получается, что вы имеете парадоксальную ситуацию, когда вроде бы как ипотеку расхватывают как пирожки, да?
Там автокредиты расхватывают как пирожки. Как в кафе не зайдешь, так все кафешки забиты. Да, там мероприятия, там какая-нибудь Дженнифер Лопес приезжает, люди, слушайте, машины свои распродают для того, чтобы купить билет за 1,5 миллиона, да, и мы говорим, слушайте, да у этого народа все замечательно, да, а когда ты начинаешь углубляться, ты понимаешь, что весь вот этот вот, скажем так, кипиш создает буквально там 15% от населения, которые, собственно говоря, и вот крутятся во всем этом. А большинства населения, там 80% населения, это не касается вообще. Потому что это люди, которые там 50-60% всех своих доходов тратят на еду. Вот так. Что ж, не очень веселая картина получается. И оптимизма не вселяет еще и то, что каких-то 2 года назад эта цифра была 52%. В целом мы прекрасно понимаем, что там 57% доля расходов на продовольственные товары – это на самом деле уровень большой бедности. То есть мы находимся в одном ряду с африканскими странами. Ну, надо опять же сказать, что ситуация у нас, ну, не сильно хуже. Вот в России сейчас доля расходов на еду у них уже приблизилась к 40%. Недавно они опубликовали у себя данные, там 39%. Для такой страны, как Россия, это тоже многовато на самом деле. У нас ситуация похожая. Мы накачиваем наш экономический рост, пытаемся его раскочегарить, раскачать там 6%, 7%, там, через инфраструктурные проекты, там, выстраивание обрабатывающей промышленности, т.т. То есть, но по сути это как бы точечные инъекции, да, попытка показать вот этот вот рост через мультипликативный эффект. Запускаете деньги в стройку, запускаете там в какое-то производство, строите дороги, мосты, там еще чего-нибудь. И вот этот вот мультипликативный эффект дает вам вот этот вот экономический рост. А он не конвертируется никак в высокий уровень благосостояния и тем более в рост доходов населения. Не конвертируется, не получается, как показывают цифры сейчас, не получается. И в итоге мы, получается, оказываемся в одном ряду с бедными африканскими странами. Надо сказать, что наши соседи, насколько я знаю, ситуация у наших соседей еще хуже, чем у нас. Ну, у Узбекистана уже, по-моему, там больше 60%. У Кыргызстана тоже такая же, по-моему, ситуация. У Таджикистана такая же ситуация. Там вообще, по-моему, под 70% уже доля расходов на еду. Так, а что же делает государство, чтобы исправить ситуацию? Вроде очень много мер озвучено, денег в экономику вливается достаточно, даже более чем, но благосостояние населения при этом не растет. Об этом говорил и президент на расширенном заседании правительства. Более или менее ситуацию государство пытается удержать. Видно, что с другой стороны оно пытается придумать, как бы сделать так, чтобы вот эта вот распределительная система работала таким образом, чтобы было вот это вот просачивание благ сверху вниз. Потому что государство как бы деньги-то в экономику запускает, оно же пытается стимулировать, да, то есть оно же вот производство какие-то делать, там, вот, вроде как обрабатывающую промышленность повышаем, вроде как и запрос на рабочую силу появляется, вот, значит, регионы пытаемся поднять, инфраструктуру поднимаем. А это не конвертируется в благосостояние. Понимаете? Вот как это сделать? Как сделать так, чтобы вот это вот просачивание было? Вот уже и налоговый кодекс переписали, уже и закон о банках переписали, для того, чтобы вот банки начали работать на реальный сектор экономики. Потому что банки ключевой элемент в этой схеме. Налоговая система и банковская система, они ключевые. Потому что налоговая система занимается перераспределением в целом по системе, да, то есть берет у тех, у кого больше, дает тем, у кого меньше. И как бы балансирует две стороны. А банковская система – это кровеносная система. Она прокачивает. Она является инструментом для деловой активности. То есть ты как предприниматель, тебе всегда нужны деньги. И банк должен быть готов тебе в любой момент тебе его предоставить. Там, в виде кредита, кредитной линии, еще чего-нибудь, субординированных каких-нибудь кредитов, еще как-нибудь. Но проблема заключается в том, что у нас банки настолько далеко ушли и погрязли в потребительском кредитовании, как бы утопив людей вот в этой вот кредитной кабале, да, и настолько забыли про реальный сектор, да, что они обратно на реальный сектор возвращаться не собираются. В итоге страна тонет в импортной зависимости, люди все больше и больше импорта потребляют. Это приводит к тому, что из страны вымывается иностранная валюта, это в свою очередь приводит к тому, что падает национальная валюта, она обесценивается, это приводит к инфляции,
к обесценению доходов, к обесценению сбережений, к обесценению заработных плат, к падению покупательской способности, да, и вот эта вот спираль, она закручивается. И это все отчасти заслуга и наших банков тоже. Так что же нужно сделать, чтобы система заработала более эффективно и народ все же почувствовал улучшение жизни? И государство вот эту вот махину тоже пытается повернуть лицом к тому, что а давайте вы деньги, вот эти вот денежные ресурсы, которые у вас есть, а у вас их много, давайте вы их будете направлять в реальный сектор экономики, где люди занимаются реальным производством. Потому что если вы запускаете деньги в реальное производство, что происходит? Вы даете, грубо говоря, предприятиям, бизнесу деньги, у них появляется финансовый ресурс под модернизацию и под расширение, под увеличение производства. Да? Соответственно, у них больше мотивации повысить вам заработную плату, у них больше мотивации нанять больше людей и расшириться, вот. И у них мотивация больше произвести. Таким образом, в экономике решается сразу несколько задач. Решается проблема с предложением. Бизнес так или иначе способен удовлетворить все предложение на имеющийся спрос. Да, это сбалансирует спрос с предложением, таким образом снимает напряженность с инфляции. Это первое. Во-вторых, это рабочие места, это заработные платы, это увеличение налогооблагаемой базы, а это значит это увеличение доходов в бюджет. Вот вам, пожалуйста, вот он, вот. Теперь надо придумать, как заставить банки кредитовать реальный сектор экономики, как заставить реальный сектор экономики начать заниматься реальным производством, а не вот этим вот купи-продай, да, вот. И как заставить предпринимателей сделать так, чтобы они при этом повышали заработную плату и платили больше налогов. Вот вам, пожалуйста, как это, задача 3 тел. Надо как-то это решить. Это сложная задача, понимаете, да? Потому что у вас, даже если в одной цепочке, даже в одном звене, если даже одно звено выпадет, и хоть одна из сторон не выполнит своих обязательств, все остальное у вас тоже рассыпается. И теперь задача вот это все соединить друг с другом и сделать вот эту вот конструкцию. Задача сложная, но решить ее возможно. Главное было бы желание у всех вышеперечисленных. Президент уже раскритиковал действия чиновников в этом направлении и поручил все исправить в кратчайшие сроки. Что ж, посмотрим, получится ли решить эту задачу у действующего правительства. Времени у них оправдать оказанное им высокое доверие уже не так много. Ведь после референдума, если новую конституцию примут, а затем выберут новый Курултай, правительству придется сложить перед ним полномочия. А вот новый состав исполнительной власти не факт, что сохранится прежним. Так что будем надеяться, как всегда, на лучшее. А на сегодня у нас все. Делитесь этим видео, будем вместе менять мир к лучшему. До скорых встреч. Пока.